На смотровую идем, Байкал посмотреть. Диман покоряет. Сейчас, если не навернусь. А, да тут нормально, плотный снег. Видите, по перилы как раз, короче, все замело, задуло. О, оба. О, дальше очистили ступеньки. Ну, это Байкал. Сейчас повыше поднимемся. Тут как раз чистить приехала банда. Мы вон стоим там вдоль дорожки. А, тут даже, видишь, нет снега. Это замело просто. Короче, общий вид. Там мы стоим, подкрадываемся к Якутску. Так, в принципе, на Байкале видно, что это. Ну, снега немного, вон там дальше. От берега. Ну, серое, это, наверное, голый лед уже. Ну, идти не стали, потому что в сугробах все. Ладно, в общем, видеоотчет закончен. Смотрите, у Димана дальнобой Маэстро 23, если что, он поподробнее снимает все это дело. Так, подъезжаем к Улан-Удэ. Тут так вот по низинке идешь. Слева Селенга везде идет. Ну, сейчас дальше после Мандрика ее будет видно уже, ну, как бы сверху. Тут везде. Такая долина Селенгарика. Опять, может, неправильно там ударение ставлю. Вроде на А последнее надо. Селенга. Селенга. Как-то так. Ну, короче, я даже ни разу не слышал на слух, что при мне как-то, ну, сейчас вот Дима будет нас ждать в Багульнике. Сейчас у него спрошу, как река называется, чтобы услышать, как правильно с ударением. Сейчас подъедет с Улан-Удэ. Ну, Багульник кафе, знаете, вот с Мандрика спускаешься, и там сразу буквально справа. Что-то погодка хорошая. Едем не спеша. Вчера день отдыха устроили. Ну, приехали там что-то после обеда до Тракстоп. И до сегодняшнего утра стояли. Так, Дим, аккуратно. Полоса закрыта, дорожники работают, по встречке обходить. Принял. Резко. Тут они что-то после... А, латать ямы собрались. Так, ладно, это что мы заехали? Я даже не обратил внимания. Как называется? Тут на выезде ННК заправка. Раньше было, да, где пистолет такой с двух сторон можно заливать. Что-то у них он поломался, правда. Последний раз я был там. Тут железка, там река. Так, ладно, включусь-то там Мандрик. Не знаю, что-то там проблем-то не будет, везде сухо вообще. Да по всей трассе. Вот тут ездят кто на встрече, кто впереди едет. Все докладывают обстановку. Короче, вот так вот везде, в принципе, сухо. Морозец даже небольшой. Сейчас вот там Валентин выезжает, с Алдана выехал, там вообще минус 13. Но ночью там до 30-ки было, там что-то местами по трассе. Где-то там, ну, в общем, в целом уже, да, дело к весне. Сильных морозов, по идее, не должно быть. Ну, хотя там Чернышевск, такое место волшебное. Там, по-моему, Артур проезжал вчера. Уже ближе к вечеру. 34 что-то. Ну, рабочая обстановка. Ладно, включусь на Мандрике.
Качегари Мандрик. Ну, как бы проблем нету, это я так заснять, кто давно не был. Все в асфальте, извилистый. Подсаживаем, все уже, все. Чик-чик-чик. Там может, конечно, в тени что-то быть. Но тут посыпают, как бы проблем никогда. Хотя вот я когда на Байкале зависал, и Мандрик тоже стоял тогда в тот день. Ну, когда мело, тут все жестко. Это я туда ехал, числа 5 февраля это было. На 9 56, 55. Вот скорость посередине в цифрах. Ну, можно всякие параметры ставить. Турбина давит на максималку. Воздух, охлаждайка, давление масла, температура 111. Это один аккумулятор, это его состояние. Видишь, чуть подмерз, емкость теряет чуть-чуть. Это вторая аккумуляторы. Пара пусковые. И скорость. Ну а тут уже дави не дави, надо сбавлять в поворот, просто залетать не получается. Она-то машина как бы разгоняется, но... А тут видите, чуть наскользано. Сейчас вот я ленивец не подымал, сейчас может подбукснет что-нибудь. Ну тут все равно сбрасывать надо. Вот 60 разогнался, а в поворот как бы быстрее, как бы не особо и попадешь, чтоб не выносило навстречку, я имею в виду. Я когда-то тем рейсом шел, тут уже штуки 4 висели вот здесь вот. Ну тогда прям мело, снег прям конкретный был. Тут покруче просто как раз на выходе. Ну и священное место тут. Ступа тоже стоит. Ну, как бы по обочинам и монетки бросают, люди проезжают. На счастье. Ленточки привязывают здесь. Священное место тут. Вот оно. Видите, все завязано. Там барабан, вот буддийский этот, наверное. Ну, крутишь там что-то. Желание загадываешь. И поехали на спуск. 9 скорость, 3 положение. Ну, тут надо будет такой выход в самом низу. Коварный такой поворот. Затяжной. И можно выехать куда-нибудь не туда. Там прям 30, наверное, поворачивать. Какие-то трясогусочники здесь. 417 километр, короче, проехали. Это от Иркутска нумерация уже идет. Спуск с Мандрика. Ну, наверное, получается где-то 402, 412, наверное, начало Мандрика. Утка с утятами на подъем идет. Крупная машина, за ней куча мелких. Как издалека, как. Внимание, опасный поворот через 250 метров. Приготовиться. Диман, приготовься, опасный поворот через 250 метров. Ну, на нем медленно надо поворачивать. Просто он вроде поворот, а потом еще поворот. Да, я прочитал. Поняли? И получается, вот тут же вроде думаешь, да где же он заканчивается, а он еще поворот дальше, видите?
И обычно вот тут вот бывает кто-то. Ну, типа, не получилось повернуть, заехал на стоянку. Как-то так. Что-то затарахтело у нас. Непонятно что. Ну, что-то вроде тишина была сейчас. Как что-то это. Ну, короче, отвалится, если увидим, короче, что там тарахтит. Сейчас вот на спуск сниму до Багульника кафе. Потому что тут все равно сейчас выйдем. Селенга будет видна, мост железнодорожный через нее. Ну, как бы красивые места такие, сверху все это видно. В том году весной, кстати, там это, наверное, сколько езжу, такого не видел. Был ледяной затор вот здесь вот где-то по весне. И вода, вот те дачи там, вот что сейчас будет дальше, аж вода стояла. Поднялась, в общем, из-за того, что лед там наломало, и он как плотину сделал. Катимся. Ну, считай, спустились уже все. Тут дальше такое ровное, просто извилистая яма, для того, чтобы вы не расслаблялись. Так, да, тут Бурятия, красивые пейзажи. Вот кто-то следы, видите, посетил кювет. Красивые места. Сейчас, я думаю, засветло мы сейчас проведем микроконференцию межотраслевую и пообедаем заодно в Багульнике и поедем. Как раз гора Лев будет, Амулевый подъем перед Тарбагатаем, там вдоль реки. Ну, красивые места, в общем. Засниму, а то я все время тут ночью ношусь в основном. Как-то так получается, не знаю. А, что-то длинный фильм пошел. Так, ну что тогда рассказать, пока мы просто катимся, что бортовой у нас показывает. Это я обнулял с Иркутска. Вот 395 километров, 37,9 расход. Это Култук мы прошли, тут по горкам идем. 31,5 от Москвы. За 5793 съели. Так проходит наш полет в цифрах, в общем. Ну, потом на Якутск поверну тоже. Хотите, обнулю. Там будет до Алдана литров 60, наверное, 5, что-нибудь такое, может 60. А если отдельно участок брать. Ну, я обнулял как-то, у меня 67 было. Тогда морозы сильные были. Это вместе с ночевкой, наверное, на моторе. Ну да, думаю, к Якутску подойду, может там, ну, в районе 47-50, наверное, вот так, если отдельно взять с Невера по тем горам, потому что там, ну, реально этот вверх-вниз, только уже там потом более-менее ровно есть участки, когда уже в районе Амги там катишься, там такие как бы плавное все. Заулу. Ну, если не забуду, ну, постараюсь не забыть, чтобы так показать чисто якутский расход. Ну, именно трассы Лена. Потому что там по Амурской области мы едем где-то до границы 230 какой-он там километр что-то. Все, выходим. Сейчас скоро приготовьтесь. Будет видно Селенга. Тут кто-то, видите, возле Мандрика живет. Ага, о, видишь, этот горняк соскочил на скользком. Чуть-чуть придерживаем. И такой вид у нас, шух, с поворота. Вот тут где-то затор был, вот его было видно, он выше чуть-чуть. Ну, туда, как, грубо говоря, сзади от камеры. И вот эти дачи
Вода стояла тут почти возле железки. Ну все целое осталось, льды видно не зашли. Ну или может это поселок. Ну похоже как дачные домики, не знаю. Что и снег не чищенный, во дворе даже не натоптано следов. Ну может кто-то живет, но не такой движняк прямо. Ну, у кого-то что-то там сгорело, что ли, даже. Так, ну и тут на этой прямой где-то будут попадаться сюрпризы. Вот что-то ямы подразбились. Ну вот даже здесь видно. Уже накатали обочину на этом месте. Так, это что у нас сегодня? 21 февраля, пятница. По Москве я выезжал в 10 утра. Из Москвы 15-го. Получается 6 суток через полчаса будет. 5796. Ну так, темп нормальный. Как говорится, по тахографу едем. Не спеша. Ну да, получается примерно там рулежки в течение там 16 часов. Это все, вот это остановки, заправки, рулежка. И 8 часов где-то спишь, так вот примерно. Плюс-минус в среднем. Какой-то день там больше, какой-то меньше. Мы вообще раз там 650 проехали. Вчера тоже, считай, ничего не проехали. А это я просто с Москвы рано выехал и, получается, под Уфу аж приехал за раз. Пока бодрый и веселый был. Ну да, сейчас меньше 1000 получается средний. Ну через полчаса будет там 5800, ну грубо говоря 970, 60 что-то километров. Короче, темп рабочий такой. Так, и там гаишка идет. Пропустить хочу. Ну она может как раз едет, смотрит, кто там ошибется по ямам этим. Давай. Пошел. А, что-то он медленно так едет. Я думал, он ходом пойдет. А, он же с мигалками, ага. Он ходом не спеша. Вот тут, видите, тоже вид такой. Мост ЖД переходит на ту сторону реки. А что он как-то еще хочет это подсбавить, что ли? Короче, не спешат. Сейчас в Багульник заедут тоже, наверное, потому что нормально. Она что-то была закрыта. Сейчас опять открылась. Андрей проезжал. Сказал, все открыто. А он тянет колонну, там КамАЗ какой-то, и за КамАЗом этот. Какой-то бусик какой-то идет. Они, наверное, вместе. Ну да. Мы сейчас сворачиваем. Смотри, сейчас вниз спускаемся, стоянка будет. Не, ну там если будет этот, ну, видимость, там моргни, я и моргну. Да не моргаем, мы сейчас на стоянку сворачиваем. Сейчас за поворотом ничего не вижу. Я вижу только Селенга река вон впереди. И вот эта вот долина, она так идет. Вон оде на той стороне получается. Частично, наверное, да? Потому что как-то мы переедем за Улан-Удэ. Все, заходим. А, вот и Дима приехал, вот он на камере, ну, поморгал. Давай это, зайдем и назад сдадим вот сюда в карманчик в этот.
Ну ты заходи с дороги. Чего ты остановился, там же машина. Параллельно меня прям остановись и назад сдадим просто. Я не останавливался, я качусь потихоньку же. А, я думал, ты тормознулся, пока я задом буду. Показалось так, что ты супер медленно. Давай, ага. А вот Дмитрий у нас. ТТТ 008. Ага. Как раз мы совпали, он только приехал. Ну, в общем, вот багульник вот за прицепом стоит, а этот, я не знаю, что с ним случилось. Работала тоже вроде кафешка, но что-то тут ремонт. В общем, идем в багульник, обедаем. Все, давайте, в общем, всем приятного аппетита тоже, кто собирается пообедать. Дальше будет у нас мимо Улан-Удэ, в общем, гора Лев. В общем, есть что посмотреть. Именно живописные виды через мое, конечно, раненое стекло. Как-то так буду ехать, наверное. Так и едем по живописным местам, в общем. Чуть поздновато я включил Дима. А, он еще остановиться хочет. Он тут это, видео нам снимает. Да, Диму видел, он не поленился, а еще это на ходу. Ну тебе сбросят, дашь, если что. Конечно, да. Сотникова, да, сейчас будет, сейчас до заправки доедем. В общем, да, отлично пообедали, едем дальше. Ну, там реально вкусная кухня, вот багульник вот этот, который когда с Мандрика спускаетесь. Ну, все, наверное, знают эту кафешку. Все, они заново открылись. То они внутри что-то там, мебель поменялась, по-моему, пристроили еще как-то зал вот дальний, мы где сидели. Или он был, нет? Ну, в общем, что-то там поменялось. Так, а тут что-то там 50, 30, 20. Ну, весы поломанные, тут они, по-моему, не работают, ничего. Все время так. Пункт контроля. Ну, по идее, все уже позакрывали. Тут иногда выезжают, стоят. Сейчас, если тут заправка, конечно, компактная такая, если толпа будет, то там негде стоять ждать. А мне бы прям надо заправиться, потому что у меня все-таки баки 750 литров оба. А у меня... Я в один этот бак заправлял, половина его, а в том, соответственно, поменьше. Ну, они уравнялись, наверное, скорее всего. Короче, 300 литров у меня до Читы точно не хватит. Надо где-нибудь чего-нибудь. Это я что-то расслабился. Можно было подкатиться. А я не подкатился. Ну и сильно не тормозил. Но, в общем, пару-тройку секунд рассинхронизация произошла. Это Сотникова. Ну и получается вот дальше Улан-Удэ видно. Ну как на камере у меня 4К видео. Если что, можете увеличить. Там, ну, высокие дома. Такие явно больше 9 этажей там есть. Проглядываются.
заправки, в общем, дорулю. Может, кто-то давно в Сотниково не был. Дим, сейчас заправка ННК будет здесь в Сотниково. Хотел я там заправиться. Так что приготовься, сейчас будет экстренное торможение. Да, надо газ сюда притянуть, мне что-то кажется. Хотя трубы ни у кого нет. Ну, что ты сказал? Тут Дима там на связи, я ни хрена не услышал. Не получилось у него первый раз ролик снять. Я говорю, заправка ННК, сейчас буду заезжать. Приготовься. Да я всегда готов. Заезжай. Ну там ты сказал встать негде, да? Ну где-то встану. Спроси у нее, пожалуйста, пойдешь же плачет, они Роснефть принимают или нет карточки? Ну, сейчас, может, сам спросишь. Сейчас вот она будет. Сейчас посмотрим. Если никого, так и вдвоем можно встать. А, там поворачивает кто-то. Насколько я вижу, там вообще никого. Вдвоем заезжаем. Те под правый, под левый, там что как. У меня 70 литров расход с места с последней заправки. Мне смысла заливать. А, понял тебя. Ну, давай этот, как, типа, станешь на выезд, типа, на заправке. Добро, добро. Вот она. Да вот рядом со мной, со Стеллой стань, да и все. Все, прибыли. ННК. Сейчас Дима, наверное... А, он, вижу, мимо уехал. Ну, в общем, пообщаемся еще, если вдруг не уехал. Все, ладно. Дальше будет у нас гора Лев, Селенга... Амулевый подъем с шикарным видом на Тарбагатай. Все, выключаюсь. Заправились. Вот тут видите, Улан-Удэ у нас впереди. Так я в город никогда и не заезжал еще, ну не было. Это Макса я как-то раз на самолете отправлял домой. Вот он с Димой, который приезжал, да, они тут потусовались с туристическими целями. Ну так, чуть общий вид. Сейчас со светофора, может. Ну, хотя в эту сторону зеркало. Ну, в общем, Улан-Удэ обходим сейчас. Ну, мы так краем идем там вскользь. И скрылись отсюда. Там есть еще одна дорога. На Читу можно ехать через Улан-Удэ и параллельно на основной трассе. До Читы тоже можно доехать. Видишь, надо в Дзене, чтобы экран, и когда горит экран, он быстро загружается. Вот на Ютубе получается, ты включил загрузку, экран потух и как бы он грузится, а на Дзене нет. Не знаю почему. Ну все, не закрывай экран и все. Такие проблемы. Так что это я записываю тут, как мы едем. В общем, понял, и инструкция по Дзену заодно. Это Дима, получается, на Дзен еще грузит что-то там. Он хотя уже видосов понагрузил, я еще с Ишима не выехал, он уже в конце рейса находится. Добавь 16 секунд. 11, 10, 9 прошел. Не знаю, тут, наверное, не буду снимать дальше. Ну, как бы, да, объясняю, в общем, привет, Улан-Удэ. Едем. Сегодня, может, засветло Новопавловский еще будет. О, стекло, кстати, попискнуло. Опять молчало, пока я в камеру не взял.
Что за связь? Коллаборация, короче, стекла с GoPro. А, вот сейчас, не, подождите, сейчас озеро будет. Тут все вечно это дрифтуют на нем. Сейчас, может, кто-то будет. Вот, точно, там уже кто-то есть. Вот, видите, вот это. А, ну оно в снегу как бы. Вот тут по озеру все носятся. Он там на легковушке поехал. Ну, не быстро, не спортивная машина, кто-то на своей, типа. Или может он просто домой поехал, так натоптали. Ну не видно, чтобы он, короче, боком шел. Ну и все. Остается слева у нас Улан-Удэ, и мы так вскользь и в те горы там. А, вот так будем уходить как-то. Все, ладно, конец фильма. То есть не фильма, а эпизода. Так, Улан-Удэ прошли. Живописные виды поперли. Так, это Скания центр. Так, Денис, привет, если будешь смотреть. Денис тут, ну, работал. Ну, по крайней мере. Давненько мы не были. Как-то с Бахтияром заезжал. Я что-то по Скании у него там глючило, по мочевине что-то. А сейчас они тут ситрачат, наверное. А, ну у них какие-то ченглонги эти стоят. Ну, в общем, вот это тоже так стоянка, и кафешка тут классная считается. Но я на нее не заезжаю, потому что полосы разгона нету. Как-то вот даже заворачивать надо прям смотреть, чтобы никого. Ну, в целом, да, неплохо здесь. Эндемик. Тут вон золотые олени стоят на горе. Ну, туда можно как-то, люди ходят, там тоже священное место. Кто это? Неизвестно. Привет, еще заснял. Ну вот на горе, не знаю, видно вам, нет? На горе олени. А это у нас Селенга. На тот берег мы переправляемся и перепрыгиваем. То есть вся в торосах, видите, как замерзала. И там он Улан-Удэ вдалеке. Мощно она тут двигалась, пока не замерзла. А тут, видите, вода отошла, лед весь чуть попровалился. Так, сейчас тут будет. Что будет? Криво. Место для стряхивания снега. Если бы он шел. Ну, сейчас включусь дальше уже, где этот. По над речкой пойдем. Там дорожка живописная с выходом на гору Лев. А тут супер живописнейший вид. Первый база 405-ми, врубайте, живопись поперла. У меня Макс на телефоне, я не могу живопись снять. Да перезвонишь ты, что вообще? Это сейчас гора Лев будет, все, вот вдоль Селенги идем. Ну сейчас, ладно. Вот Селенга, видите, как заторосилась, замерзла. И сейчас тут такая живописная дорожка с выходом. Ну вот получается мы как бы в долине Селенги все время ехали. А теперь мы вот там вот через гору перескочим и уходим. Так прямо нормальные такие наломало льда, когда замерзало. Извиняюсь. Гора Лев. Она вон она впереди. Ну и потом после нее получается чуть прямая, Амулевый подъем и Тарбагатай будет уже. Ну и там, в принципе, дальше тоже живописная такая извилистая дорожка за Тарбагатаем. Барский перевал. Дальше Мухар-Шибирь.
Так, тут уже кусты разрослись. Ничего не видно. Ну и да, основное русло в сторону ушло. Тут уже такие какие-то протоки. Лед пооседал. Стекло запело. Без внимания не может. Не знаю, как оно, солнце пригрело или что. В общем, надо это водой забрызгать. Молчала. Проснулась. На съемке всегда. Тут тоже Тибет, кафешка такая неплохая. Стояночка карман. Есть тоже, иногда останавливаюсь здесь. В общем, едем, да. Где-то 650 от Улан-Удэ, ну нам где-то 600 рубля там до Читы. Да, так солнце подсвечивает, стекло, конечно, такое. Так вообще незаметно, что оно грязное. А сейчас заметно, что оно грязное. В обратную сторону, в общем, надо ехать снимать, когда солнце в спину. Ну, краски будет понасыщеннее. Ну, не знаю, ну вроде это камера нормально снимает на солнце. Тут, видите, лед как осел. Ну, когда намерзает, грубо говоря, потом же объем воды протекающий падает, она, получается, уже подо льдом вода уходит. Ну, и, соответственно, лед потом под своим весом, бом, осел весь. Так, там Вольво стояла. Автобус красноярский не Дима случаем. Тут, видите, вот заехал, прямо рыбачит на машине. На лед, конечно, в этом месте может и осесть. Так, стекло, ну елки-палки, а что ты будешь делать? А вот это как раз прямо гора, вот на которой сверху на скальнике уже сосны чуть-чуть там растут. Вот это вот гора Лев. Она вот, когда с той стороны спускаешься, как вроде вот это тело льва, а вот это где сосны на скальнике, это как грива. Ну так похоже. Вот именно со стороны Тарбагатая, когда идешь. Так, у нас китайских товарищей табун. Нихао Вадзяо. И вот сейчас вот на выходе там вот будет в ту сторону вот эта вся долина. Ну, летом, конечно, красок побольше. Или осенью там. Ну, а сейчас, как говорится, оцените, да, общий вид. Единственное, ну, на солнце, как говорится, защурьтесь и оценяйте. Как я. Вообще дорогу не вижу, получается. Настолько сощурился. Тут как бы можно, наверное, остановиться, но на вот этой стоянке и сбегать. Она как бы небольшая. Потом выезжать там из-за поворота машины, ну как бы, не знаю, создавать аварийные ситуации. И вот, видите, какой вид. Вот селенга пошла. Красотища. Ну, есть. Гора Лев, да, где-то вот справа. Ну вот это справа, да, была сейчас как раз в повороте, где вот стоянка и лестница вверх. И видишь, общий вид на долину, вот селенга пошла туда. Понял, да, ну я это все заснял в одном этом. Ну, короче, в длинном видосе снимаю еще. Ну, отлично. Вот на Амулевый подъем поднимаемся сейчас сверху, потом будет весь Тарбагатай видно. Ну ладно, сейчас доеду до верха. 10%, 2,3 километра. Соответственно, за 100 метров пути на 10 метров поднимаемся мы. Опять же, кто не знал, что такое проценты. Цифра процентов — это сколько метров по высоте вы поднимаетесь за 100 метров пути. Ну, это в среднем, наверное, они тут поменьше подъема, а там вот где машины крадутся, там уже побольше подъем. Ну, судя по тому, что уже 9-я передача у машины. А, сейчас 10-я. А тут как раз есть кусочек,
где поднабрать скорость. Вот видите, чуть-чуть. Это для взлета финишного. Понеслись куда-то. Сейчас солнце уйдет, краски должны стать понасыщеннее и стекло чище. Заметили фокус, да? Сразу стекло нормальное. Что-то я как-то всех догоняю почему-то. Да, это просто потому, что у меня мощная. Я 20-кой еду, как бы вроде. Но я не буду обгонять, я сбавлю. Ну, смысл тут в повороте куда-то щемиться. Тут как бы две полосы, да, по идее. Но все как-то натоптали одну. Так сразу, да, когда не на солнце, видите. Пошли на взлет. Воздух чистый, все красиво. Я сейчас все равно буду спускаться на горнячке потихоньку. Потому что там тут такой спуск тоже крутой. И поворот. Ну, чтобы не тормозить. Что-то какой-то звук еще непонятный. Где-то... А, это у меня тут что-то лежит, начинает вибрировать. В этом, ну, кармашек для хлама. Там всякая мелочь. Так, ну тут с 20-кой, он вроде 7%, но он как-то 7%, а по-моему потом дальше не 7. Потому что она едет на 9, а потом и унеслась куда-то. Сейчас к краю пропасти подкрадемся медленно, а потом вниз. Ну и тут, конечно, видон тоже, смотрите. Отличная позиция для артиллерии, как говорится. Девятая передача, третье положение. Ну, вот сейчас, где вот газели этот везет, там оно как-то раз еще. Ну и скорее всего не удержит, надо будет на секундочку вот на вот этом крутичке придержать, а дальше опять, ну, по положу. Сейчас у меня сколько? 1,8 уже. 1,9. 2000. Я на секунду раз придержал. А дальше она, видите, сама уже 1900 и не разгоняется. Ну, медленно, может, будет. 2000 еще можно как бы. Ну, на 2 идет нормально. Уже сбавляет. Так, под лопатки 115. Вот туда я все время хотел бы съездить. Что ж там за живописные места? Ну, не на такой машине, наверное. Это куда-то к монгольской границе. Кто тут местный, скажите? А, тут почему-то там 115, а тут 78. Так, а тут я 10-ю врубаю, чтобы не придерживать машину. И богатаюсь, закатываюсь. Скорость 75 в пределах нормы, как говорится. Ну и дальше уже, видишь, уже здесь уже все, горняк сам держит, ничего не надо нажимать. Прикатились, в общем. Ладно, включусь дальше тогда, там что будет еще. Из красотища тут очередь на Роснефть красиво стоят. Ну тут колонки такие, как бы шланг короткий, льет медленно. Не знаю, давненько я тут не был. На 2 бака не заправишься, ну как-то так у них. Ну тут походу еще бензовоз сливается. Все, ладно, сейчас включусь, там будет Десятниково, очень узкое место, федеральная трасса, там даже расширять вообще нет вариантов никаких. Там и так негабаритчики, по-моему, посносили там уголки домов кое-где.
Вот это Десятниково, где вот трасса проходит вообще между домами. Не знаю, правда, как там люди, ну, ко всему привыкают, наверное. Ну, тут, конечно, день и ночь. Фуры в полметра от это, ты за стенкой там спишь, в полметра от тебя носятся. Сейчас вот чуть подальше, там они ближе будут вообще к дороге. Мед. Ну туда захочешь, не остановишься. Вот так вот, видите, тут расширять даже некуда. Ничего. Тут же вот было в прошлом году наводнение, видео сбрасывали, где-то вот отсюда, чуть подальше с горы, вода накопилась и хлынула вот здесь по улице, прямо стояли машины, вот так бревнами аж, легковушки вообще потонули. В том году летом, ну, кто это в курсе, видели эти видео, гуляли много. 2 фуры тут стали, Америка, по-моему, и какая-то Европа, и прямо, ну, все досками, ну, прям поток такой, что на ногах не устоишь. Шоу. Наверное, скорее даже вот в этом где-то районе. Наверное, вот здесь. Оттуда. Не знаю, что там, где вода накопилась. Тут, видите, все уже и уже. Там вот как мы обгоняли, не знаю, Дима снимал, нет, там шли 4 машины, 6 метров ширина. Ну, тут даже, видите, вот дом, угол сбитый, шифер. Ну, или может его подрезали, правда, но, как говорится, все равно такой миллиметраж. Вот с 6 метрами тут ехать четко посреди дороги, даже, ну, надо перекрывать населенный пункт, чтобы проехать. Видите, вот окна. Ну и тут тоже живут, в принципе, да, все, вот дым стоит, этот, идет с трубы. А вот эти вообще в повороте. Выходишь с моста, если говорят, ну пока целый дом, никто еще, уже видно, дому лет 200. Такие, ну, живописные резные ставни. Понеслись. Сейчас будет Барский перевал. Да, без разгона. Вот до 8 дошел. Передачи. Тут, видите, на окраине еще классно. А кто в центре живет, Десятниково, им не позавидуешь, в общем. Мимо фуры ездят. В 3 метрах от кровати, грубо говоря. Вон у дому Харшибирь. Сотку где-то, 100 с чем-то, наверное, рейс у него. А наш рейс 5884 мы проехали. И отсюда грубо 2700. Ну, грубо говоря, еще осталось как от Москвы до Омска ехать. Подъезжаем. Ну да, где-то 2800, что такое 2700, 2800. Это мне. А Дима 2000 ему где-то осталось. В общем, доезжаем до Читы, где-то 550 километров осталось. После Читы 930 сворачиваем в сторону Якутии. И мне 1100 еще, 1157 до Бестяха. Ну и по реке 13 километров, и я в городе. Как-то так. Рейс. Все, ладно, сейчас на Барском, может, включусь тогда. Ну, чисто так, чтобы оценили обстановку. Все сухо, да. Ну, просто живописные виды, в общем. На закате. Ну, закат у нас будет, конечно, сзади весь. Это надо развернуться, поехать домой, поснимать. Так, взлетаем, Барский перевал. Ну, он такой относительно плавненький. Но извилистый. Навесной уже вот собираются ставить навеску. Это
Дима докладывает обстановку с Максом по телефону. Макс 48 ТВ общается, уже там вроде собирают ему мотор, навесной ставят. Все, как его обкатает, как поедет. Только что-то цены с востока упали, что мы уже едем, обсуждаем дальневосточная ипотека, туда-сюда будем заселяться, в общем. Что-то да. Ценник на востоке был, народ весь туда, наверное, терпел, думает, ладно, поедем. Приехали всей толпой, походу. Цены вообще-то. Она просто в 2 раза свернулась от конца января. И там капец. Забайкальский, говорят, вообще негде машину поставить. В Манчжурию тоже все заехали. На всех углах стоят. В Приморье примерно так же. Ну, нам еще пока мы доедем, может там что-то там. Ну, там связано, да, с китайским Новым годом. Считай, конец января весь товар выпихивали до праздников. Ну, его объем вырос реально, потому что все отдыхать собирались. Ну, соответственно, потом какой-то провал, да, по товару, потому что пока все вышли после китайского Нового года, они долго именно отдыхают тоже. Это где-то с 1 по 5 прямо у них там основное празднование. Ну, и потом неделя примерно там. Кто как. Ну, такую версию я слышал. Понятно, что оно все до кучи, и машин много, и грузов мало. Это самое первоочередное. Нарушился баланс. Все. Приехали все. Так что так. Так, я что-то тут аж прямо наскользано как-то все. Ну, то есть этот накат снежный остался еще. Все это вверх Барского. Наверх мы соскочили. И начинается Мухоршибирский район здесь. Тоже, видите, священное место. Все ленты вяжут и продают заодно кафешку. Или что это тут было. И погнали вниз. Так, а что-то за нами толпа какая-то ехала, а теперь мы только вдвоем с Димой едем. Как-то все куда-то делись, в общем, тяжелые, видать. Горняк. И идем на горняке. Повороте, если скользко будет, все говорят, капец, там тебя занесет, сложит, а на Volvo, я вам говорю, не сложит, потому что тут все системы ESP, EPRST, и горняк отрубается просто при любом намеке, отрубается, и все, у вас включенная передача, та какая была, только без горняка. Не, это можно, наверное, какой-то рывок организовать, пока она там не врубится. Взять вот так вот на гололеде в поворот закладываешь, и третье положение сразу. Он, наверное, там что-то дернется, наверное. Ну и сразу выключится однозначно. Не знаю, как там на других машинах горняк. Я ездил на Iveco Tracker 6х6. Там горняк такой бэмс флажок. Там компрессионный был тоже, но он как-то в одном положении. Бум, и все, и едешь как на тракторе. А тут все нормально. Можно и круиз, в принципе, на спуск воткнуть. Но вот сейчас скорость есть, это пемс, круиз на спуск. Вот 68 поставил. Вот он сам едет. Ну, единственное, что это, может, вот сама она едет, она почему-то на 10-й. Бесконечность, третье положение, вот сама поддерживает скорость. А, ну она еще не дошла до 68 просто. О, 9-ю сама, тык. И что сейчас будет? Оборотов много. Это я иду на круизе на спуск. Ну, 2000, он, видите, сам ничего не делает. А вот значок появился тормозов рядом с бесконечностью. Вот сейчас он придерживает тормозами рабочими. А сейчас опять на горняке. Ну, и я из-за этого круизом на спуск не пользуюсь, потому что он, по-моему, часто сильно. Вот рядом с бесконечностью круг появился. Сейчас его нету. Сейчас на горняке сама едет. Шарит, типа, что делать. В общем, чтоб часто я пониже сам передачу делаю и на горняке хожу.
факту, что спустился, ничего не нажимал. Пальцами только нажимал что-то. А на 10-ю можно воткнуть. Все, мы выкатились. Сейчас будет Барсом. Что-то я запутался. Я ж круиз не выключил на спуск. Все, сейчас выключил. Ну, я им редко пользуюсь. Запутался в круизах. 3 штуки у меня. И вот так по долине мы сейчас юрта будет, вот это кафе, волшебное место. Все там любят, тоже есть. Бухлер, бузы, бовы, позы, бузы. И мы вот это вот по долине, потом наверх затяжной и спускаемся уже к Роснефти, где возле Мухаршибира. Там тоже такие долины открываются, виды красивые. Ну, в прошлом видосе я, по-моему, снимал эти долины там все. Я тут уже все попереснимал вдоль и поперек, получается. По факту, да, одна дорога. Вроде расстояние огромное, но тут вариантов развития событий вообще никаких. Просто одна дорога на восток, все. Состояние у нее, честно говоря, такое, что за страну становится обидно. Одну дорогу единственную не могут сделать. 21 век, уже космические корабли там пораздят все давно. А мы тут это... По вот этой... Ну, узковато, конечно. Машин добавилось. Уже, я думаю, весна придет, средняя скорость упадет. Что дорога в таком состоянии уже кое-где начинается. Вот бар. Этот, именно именем этого населенного пункта тут перевал называется. Ну и тут тоже вот по их стороне тут неплохая тоже кафешка, там вкусно делают все. О, большая ширина. Это они белазики разобрали. Это 2 половинки кузова, а у того ходовье без колес. А, ну вот он, раз, два, три. Получается 4 машины. Наверное, это получается задний мост, передняя балка, там что-то разобрано. Повезли. Судя по ковшу, какой-нибудь типа 100, около сотки грузоподъемностью. Вот вот здесь вот кафешка. Ням-ням, кусь-кусь-кусь. Ладно, в общем, я заснял. Дальше засветло, может, до Новопавловского. Ну, по-любому, тещин язык сниму, там фонари горят. Ну, что-то Артур позавчера проезжал, машины висели. Копали там новые ямы на подъем. Как-то не знаю. Там набуксованные ямы реально глубиной в полколеса. Кто такой был упорный? Что ну вот она не едет, видно, зарывается. То сдай назад, поедь по другой траектории в натяжечку, там что-то еще. Не, пофигу. Буксует, ну яма, вот глубина. Вот так вот, ну. Как говорится, это ни шагу назад. Газ в палас. Как на стоянке это типа. Машина была в этом. В Култуке. У него пальцем на грязи написано: помогите подняться, пустой. Где-то стоял, видать. Еще не стер надпись. Где-то, может, на Якутию ходил. Там потому что на Лапри подняться пустому. Там вроде уже и асфальт, и все равно. Ну, такой он затяжной, извилистый, крутой. И все, и ничего не сделаешь. Ну, я как бы там не стоял никогда. Я стоял на Нагорном раз в апреле. Есть видео. Тоже ехали. В повороте машина там висела. Я в повороте его обходил, скорость потерял, и все. А потом с места уже не тронулся. А с утра погода на плюс перевалила. Стало плюс 3, каша. Все разбили. Задом сдал в Нагорный. Постояли там чуть-чуть. Потом как отвалили. И все, проехали.
А там получается юфты, кафе. Видно, дым идет. Ну и дорога тут подушаталась, честно говоря. Уже надо выбирать траекторию. Когда еще встречек нет, это одно дело. А когда со встречками как-то уже и это прямой наводкой приходится иногда заходить в канавы. Ну, в общем, да. Ждем, как говорится, весны. Все, выключаюсь тогда. Это, ну, чуть по-любому это видео закончится этим. Тещин язык возле Хохотуя. Так, прощаемся с красавицей Бурятией. Тут, конечно, виды по трассе отличные, необычные. Сопки. И начинается Забайкальский край. И разница с Москвой 6 часов. Только что было 5:30, а 5:30 было, стало 7:30 местного. Едем дальше, в общем. Ну, сейчас стемнеет уже, там вариантов что-то это. Так, а тут же... Ой. Надо это уходить вот так вот как-то. Тут такие канавы необъезжаемые. Что-то встречает Забайкальский край так. Тут вот дым над разрезом. Как он там, я забыл название. Конгуйский как-то. Или что-то, не, наверное, ошибаюсь. Так, ладно, я сейчас этого напугаю сначала чуть-чуть, а потом уеду с ям. Ну, в целом, он медленно накатывал, я как бы ничего не вызвал у него экстренных торможений, в общем. Хотя, может, увеличились глаза. Типа, что происходит? Ладно, едем дальше. Дальше в темноте уже под фонарями сниму вам тещин язык на Хохотуе. Осталось туда километров сколько? 90 примерно. 89. На Новопавловске. Ну, тут, в принципе, видите, все сухо. О, видите, как у меня свет, чик, половинка дальнего ушла. Машину встречная камера увидела. На него диоды не светят, а обочина дальним освещена. Ну, вот это адаптивный дальний свет вольвовский. Ну, если видно на камеру. Вот сейчас у меня обочина. Те диоды работают на обочину, а на него не работают. Ну, когда, конечно, какой-нибудь туманец, там они могут там туда-сюда светануть. А так вот я иду, у меня дальний все время включен, но диоды подиодно туда-сюда. Они даже в повороте, машина выходит, оно видно как... Вот сейчас, видите, дальним светит, потому что пыль. Я сам выключил. Пылище, конечно, конкретное. Песка. Ну это ж да, тут уже крутой подъем, тут же все засыпали все время, чтобы это народ буксовал тут, развлекался. Короче, и ям хватает, и всего хватает. Это только начало. Ну, в общем, такой он затяжной. Блин, это еще как на морском берегу вибромассажер тут появляется. Не, ну проблем не будет, это я так чисто вам снимаю на Новопавловске и все. Сейчас вот с верхним, дальним включу помс вручную. О, видите, пылища столбом от этой посыпки. Это, ну, это вручную с верхними фарами дальний свет, которые по углам там типа родные. Они, видите, желтеньким таким светят, там, потому что лампочки обычные. Типа 70-ки какие-то там стоят. Ну, как в обычных фарах. Типа. А так просто вот дальний. Ну, типа, сам диодный. Вот что, машина выходит. Она, видите, на елку еще дальний светит, а на него не светит. Короче, шайтан. А, проходите далеко чисто. Что-то где-то кто-то сообщил. Ну, наверное, на Тещина, может, кто-то подвисает.
Все, Дим, вышли на Новопавловский, сейчас вниз. Давай на 15-й перейдем здесь. Что там, без происшествий, там никого нету, ничего на подъем. Ладно, наверное, нету. А, тут, кстати, подчистили, вот тут же было это песчаное все. Или нет? Ну, что-то поровнее, по-моему. Тяжелый, да, подъем, он особенно вот с той стороны на УД. Травы-то там что-нибудь не так загружено. А вот встал что-то. Или супер медленно едет. Дима, аккуратнее, тут уже вторым рядом обходят. Ну, тут, в принципе, нормальная ширина, чтобы придерживать никто не просил. А, вот висит кто-то. Видите? Ну, тут он набуксовано, непонятно, лед, там не то, все. Проходи, держу, проходи. Дим, тормози. Тоже это лидер транс, без рации, без ничего. Давай. Ну, не знаю, может, что-то сломалось. Ну, тут на вот этой борозде начинает пропрыгивать что-нибудь это, и загрузка какая-нибудь не такая. Или чего еще. В общем, ну вот, спустились. Дальше, в принципе, проблем не должно быть нигде. Все, сейчас этот тещин язык следом будет. Так, ну это у нас тещин язык возле Хохотуя, который... Ну, сказали по рации, проблем нету. Снизьте скорость, опасный поворот 10%. И там потом сразу этот, ну, резкий поворот, короче, тут нельзя не раскатываться, ничего. И тут даже надо на 7-й начинать. На горнике на 7-м. Видите, тут как набуксовано. А, ну, кстати, что-то подровняли, подгрейдировали, по-моему. Было, ну, больше тут вот этой гребенки. Как морская волна. Ну, буксовалки всякие, да. Ну, видно, да, грейдер проходил, вот видите, поростка это. Хотя он что-то у нас, по-моему, почистил, а не там. Ну, никого. Все путем. Ну, тут, честно говоря, засыпано, как летом все. И тут просто резкий поворот. Поэтому тут не вариант раскатиться куда-нибудь. Ну, могли бы, да, подровнять вот эти шишки какие-то тут. Ну, видать, не до этого. В общем, все, прошли. Обстановка в целом понятна. Как только снежком что-то притрусит, сразу общий сбор объявляется. Пока погода везде солнечная, едем. Сухо, на обратном пути заценим обстановку. Только неизвестно, когда с такими расценками мы с востока вообще можем не уехать. Сейчас расценки все куда-то делись. Так что сейчас будем смотреть дальневосточная ипотека, туда-сюда заселяться. Пропишу сейчас во Владике и буду говорить: западники заботали. Не, ну я тоже сейчас западник. Ну как, я в Нерингре прожил всю жизнь, в Якутии. Поэтому я как бы это, номера у меня-то, конечно, ростовские, но тянет на родину.
Так что я, как говорится, свой, чужой среди своих, свой среди чужих. Или как-то так, как в фильме было. 703 километра сейчас. Трасса, это тещин язык. Все, ладно, всем удачи на дорогах, будьте аккуратны. Скоро весна. Гололеды весенние. Тема вообще. Все, ладно. Будьте аккуратны еще раз на дороге. Здоровья, счастья, успехов в труде.